Здравствуйте, дорогие друзья! Накануне Святого Николая мы продолжаем передачу, посвященную вручению русской премии на виртуальной Подкарпатской Руси. Главное наше событие. Лауреатом русской премии 2018 стала русская поэтесса и переводчица Ирина Ковалева. Она получила премию за прекрасные, написанные как на одном дыхании, переводы на русский язык произведений классика русинской литературы Ивана Юрьевича Петровцева, открывающие русскому читателю всю страстность и мятежность его души. За стих Духновичем дарованное слово. О, речь русинская, тебя одну я чувствую, как гусляры струну, как астрономы даже днем звезду, всю сладкую, как солнышко в меду, как молоко дитя тебя я пью, никто отнять не сможет речь мою. О, речь русинская, лишь ты одна стоишь, как нерушимая стена русинских прав и жизненных основ, щитом от украинских болтунов, что рвут нам сердце, злых зверей и лютей, поскольку не считают за людей. О, речь русинская, в тебя одну я верю и тобою присягну, в дни страшные, как сердце он кровит, Духновичем нам данный алфавит, к своей свободе по его пути с русинским словом вместе нам идти. Позволю себе прочитать и на русинском от Івана Юрійовича оригінал. Русинська бесіда, тебе єдну я чую так, гікой гудак струну. Я вижу тя, гікой звіздар звізду, солодко, гікой сонце у меду. Я п'ю тебе, відіти молоко, тебе од мене вже не взме нитко. Русинська бесіда, але ти єдна стоїш, ги невбаляєма стіна помежі нас, убленних русинюв, і живанських країнських говгирюв, що нам, живим, серця рвуть із груди, бо нас не бичалують за людей. Русинська бесіда, тебе єднув, я присягав усіх страшенних днів, гіку рогов підняти на весь світ, Духновичем сочений алфавіт, і по Духновичем указаним пути з русинським словом до свободи йти. Из письма Ирины мне. Переводы Петровцева продолжатся, просто сейчас подвела черту под тем, что наработано. Села подводить ее сегодня ночью, еще 2 стихотворения перевела. Смеется, Петровцев не отпускает. Все лето провела в обнимку с книжкой Ивана Юрьевича 122 стихи. Куда бы ни ехала, где бы ни была, как только выпадала свободная минута, переводила его. В итоге почти половина книги этой у меня переведена. Он подписал нам еще в 2010 году. И мне он ее подписал, вот эта книга, с любовью. Он действительно любил меня, но любовь Ивана Юрьевича – это такая тяжелая нож. Он к своим любимым относился очень ревностно, требовательно. Поэтому всякое бывало. А я прочитаю еще один стих в переводе Ирины. «Спиванка про Анну. Хоть мой стакан не обмелел, еще вчера был пьяный, но по-другому я хмелел от желтокосой Анны. Не пировал голодный так, вкусив небесной манны, как я, отпив медовых благ с червоных губок Анны. Пусть оставляет след в веках диктатор окаянный, а мне лишь бы держать в руках литое тело Анны. Пускай на сцене, сбившись с круг модели, выгнут станы, а мне б не выпускать из рук святое тело Анны. Таких фигур не знал плейбой, не видали Канны. Но чем я не киногерой, когда целую Анну? Укрой нас ночь твоим шатром, святыми осиянным, и дай мне ангела перо, чтобы написать про Анну». Вот, Иван Юрьевич. А я еще продекламирую стих Василя Матола в переводе Ирины Ковалевой. Она многих закарпатских поэтов переводила. «Отче наш, сим земным камертоном новый день распахну дверь, искра истины Божьего слова в сердце, вечный огонь теперь. Отче наш, я твой день завершаю, невеликим пускай, но делом доброй ночи мне дай, Боже, душу укрой телом». Ирина Владимировна Ковалева родилась во Всемирный день поэзии 21 марта в станице Новопокровска и Краснодарского края на родине матери.
По линии отца, Ковалева Владимира Ивановича, заслуженного врача России, кстати, она происходит из старинного казачьего рода. В 1981 году Ирина окончила с золотой медалью английскую спецшколу в Москве, а в 1987 с красным дипломом второй Московский государственный медицинский институт. Потом училась в ординатуре того же вуза и в аспирантуре, то есть шла, так сказать, по дороге родителей. Ну вот в 1990-м поступила в литературный институт имени Горького заочно, но в творческий семинар поэта Евгения Винокурова. Первая подборка ее стихов вышла в 1984 году в журнале «Смена». Первая книга «Четвертая Троя» в 1993 году. В 1994 она была принята в Союз писателей Москвы, а в 2001 вступила в Союз переводчиков России. Сегодня она член правления этого союза. Искренне поздравляю Ирину. Спасибо и вам, зрители, спасибо вам, друзья, за поддержку, за любовь. К обсуждению приглашаем в сети.